Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Что ждет с минуты на минуту, со дня на день? Загадайте на себя и давайте посмотрим, о чем расскажет нам песок. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, мои хорошие, отсыпочка у нас общая. Пожалуйста, про это не забывайте. Чужого не берите, но и свое не пропускайте. Так, мои хорошие, мужчина с левой стороны спешит к вам, чтобы поделиться чем-то хорошим. Либо у него в жизни что-то хорошее случилось, либо он что-то хорошее услышал, узнал. Может быть, даже какая-то хорошая идея у него появилась. Прям спешит. Здесь либо звоночек от этого мужчины будет в скором времени, либо мужчина сам лично появится и вот прям так на эмоциях начнет вам что-то рассказывать. Не связно как-то рассказывать. Вы его выслушайте, пожалуйста, внимательно. Если что-то непонятно, уточните. У него есть хорошая информация, есть то, что вас может порадовать. Просто он либо передать ее не сможет в пылу своих этих эмоций, страстей, то ли так много и быстро будет говорить, что вы не сразу поймете, о чем он вообще речь ведет. Но он спешит, он уже спешит. Может быть, прямо сейчас набирает ваш номер, пишет вам смс-очку, либо уже едет к вам. Хорошее, что-то у него хорошее. Перед глазами большая буква В. Но он какой-то шустрый, быстрый и на эмоциях может вам, там, знаете, 100 слов в минуту, вы и не разберете. Уточняйте, хорошая информация. У него для вас очень хорошая информация. Так, с правой стороны человек, с кем вы в хороших отношениях, может немножко себя повести странным образом. Здесь вас просят на этого человека не обижаться. У человека что-то происходит. Может быть, человек плохо себя чувствует, нездоров. Может быть, какие-то свои там, да, серьезные проблемы, которые вы не посвящены. И вот вам покажется, что человек к вам холоден, вам покажется, что человек вас игнорирует, допустим, что человек от вас отвернулся. Но это не так. Человек с вашей стороны, с правой вышел. Просто не может в моменте здесь и сейчас этот человек посвятить вам достаточно времени. Либо пообщаться с вами в каком-то обычном, привычном режиме. Не обижайтесь. Но это кто-то из друзей. Друг, подруга, поведет себя немножко странно. Не ищите подвоха. Это просто жизнь и жизненная ситуация такая. Дальше, мои хорошие. Вижу симпатию, причем симпатию взаимную. Кто-то вам очень сильно понравится. И вы этому человеку очень сильно понравитесь. То ли желание познакомиться, то ли вы общаться с этим человеком станете. Может быть, уже вы знакомы, просто близко не общались. Прям почувствуете, что мне этот человек нравится, симпатичен, либо меня тянет к этому человеку. Знаете, что ваши эмоции, что ваши чувства, они абсолютно взаимны. То есть то, что чувствуете вы, чувствует к вам человек. Одинаково идет, да? Между вами знак равно. И если вы действительно, например, захотите чего-то большего, поверьте, все будет. Все будет, обязательно будет. Так, женщина очень уставшая. Уставшая, потому что она постоянно занимается чужими делами, либо решает чужие проблемы. Это могут быть даже проблемы ваших родственников, да, но опять же, это не ваши проблемы, это их проблемы. И вы прям чувствуете, что вы очень сильно устали. Возможно, даже вы скажете кому-то о своей усталости,
потому что вам все надоело. Вам бы выспаться хорошо, и все решится. И все решится. Усталость чисто физическая идет. Ну, морального выгорания я тут, слава богу, не вижу. А вот именно физическая усталость. Так, волны. В 2 ряда у вас, но волны небольшие. Немножко придется вам поволноваться, причем в 2 разных ситуациях. Волнение – это ваше волнение. Это не потому, что что-то плохое, а вы просто сами себя накручиваете и немножечко волнуетесь. Волнение, я бы даже сказала, на пустом месте, но, тем не менее, вы такой человек, ну, может, восприимчивый, да? Будете немножко волноваться в 2 разных ситуациях, либо по 2 разным вопросам. С левой стороны я вижу, что вы в одном человеке разочаруетесь, а другой человек, наоборот, поведет себя так, что вы пересмотрите свое отношение к этому человеку. У одного разочарования, на одного разочарования, а на другого, наоборот, уважение идет. 2 разных человека, и вот видите, по-разному вы на них реагируете. Вам как глаза открываются на одного и на другого. Это могут быть и мужчины, это могут быть и женщины, и смешанные, да, мужчина и женщина. Но в одном человеке вы точно разочаруетесь, а с другим наоборот. Ну, не то чтобы укрепите, вы убедитесь, например, в своем изначально положительном мнении. Либо вы поймете, что человек действительно вот прям надежный, хороший человек. Кто-то в ваш дом хочет прийти, как напроситься в гости. Человек то ли рассказать вам что-то хочет, то ли у вас что-то выспросить захочет. Человек будет всячески вот хитрить, юлить, вилять, лишь бы напроситься к вам в гости. Причины могут быть абсолютно разные. Причем ну, за одну беседу там 10 причин может быть названо, почему этот человек именно хочет в ваш дом попасть. Да, напрашиваться прям человек будет. Не просто так напрашивается, действительно, либо у вас что-то выведать, либо вам что-то рассказать. С какой-то невероятной жадностью вы столкнетесь. Кто-то очень сильно жадный, и не просто жадный, а, знаете, вот люди, у которых снега зимой не выпросишь, да, самую снежную зиму снега не выпросишь. А все норовят вот как-то монетизировать, да, продать. Там, слово сказал, там, заплати мне, да, либо сначала заплати, а потом слово скажу. Прям ужаснете и скажете: фу-фу-фу, какие люди неприятные. Видите, что такой человек? Прекращайте общение, берите, разворачивайтесь и уходите. С такими людьми не стоит общаться, и поверьте, больше мороки будет, да, чем польза от этого всего. Кто-то прям очень жадный. Особенно если вы за какими-то услугами идете или хотите какого-то совета, информации для себя получить. Вот бывают такие люди, да, которые прям за каждое слово деньги берут. Жадность. Человек очень алчный и жадный к деньгам. Так, родственники где-то далеко от вас находятся, у них там что-то происходит, а они от вас это скрывают. Вам сны могут сниться об этом. Сны, да, которые обличают проблемы, которые есть у ваших родственников. И как бы они там говорили: да нет, у нас все классно, у нас все замечательно, верьте своим снам. Родственники то ли не хотят, чтобы вы волновались, то ли им выгодно, например, скрывать, да, что у них там какие-то проблемы, ситуации. А вам это будет сниться. Кстати, по поводу снов. Вот здесь несколько знаков, которые указывают на вещи и сны. Вещи и сны, которые вы будете видеть. Очень впечатляющие и запоминающие сны. Ленту очень красивую вижу. Лента. Но эта лента, она похожа на цепь. Она, с одной стороны, привлекает и как будто бы к себе привязывает. Либо к чему-то привязывает. Вас как запутать хотят. Усыпить вашу бдительность. В таком ключе. Если вы женщина, то женщина вас пытается запутать. Если вы мужчина, то мужчина пытается вас запутать. Но почему-то вижу красивую ленточку. Лента такая красивая. Запутать пытаются, да. Пожалуйста, будьте внимательны. И все-таки, доверяя, проверяйте. Не забывайте про это. Так, а здесь у меня кто-то в дорогу собирается. Причем
Вам не хочется, но как надо, да? Надо куда-то ехать, а вам не особо хочется. Ну, либо какое-то у вас ощущение есть, да, что не стоит ехать. Не стоит. Дорога мне идет трудной. Ну, допустим, могут быть всякие там ремонтные работы на дороге, могут быть всякие там остановки, пробки, может быть что-то не так с этой дорогой, может быть ее там закрыли, перекрыли. Тяжелая дорога, вы прям чувствуете, да, что как-то не хочется мне. По возможности, если есть возможность отложить, перенести, переносите. Если возможности такой нет, то выезжайте с запасом времени, потому что дорога будет долгая у вас. Образ человека с левой стороны с гаджетом в руках, ну, скорее всего, телефон. Если вы, ну, допустим, ходите по улицам и постоянно что-то еще в телефоне делаете при этом, ну, например, там ТикТок смотрите, либо вы там смс-ки пишете кому-то, проверяйте социальные сети, будьте внимательны, смотрите под ноги. Не в телефон, а под ноги. Это плохая привычка, да, ходить и смотреть телефон. Надо смотреть под ноги. И своим близким скажите, смотреть под ноги, а не в телефон. Ну вот слева выходит. Да, можно оступиться, можно упасть, не туда зайти, там, обо что-то стукнуться. Как предупреждение вышло. Так, еще у кого-то вопрос решится очень важный. Вернее, не так. За вас кто-то что-то решает, а вам как ответ говорят. Но важно, это важное, и оно решится. Опять же, через кого-то вы информацию получите. Большая рыба, похожая на кита, повернула в вашу сторону. У кого-то из девчонок идет знакомство с очень солидным мужчиной, а может быть даже как будущий работодатель. Если вы мужчина, то вы будете знакомиться с солидной женщиной. Тоже может быть и как будущая невеста-жена, так и будущая работодательница. Может быть даже как компаньон ваш. Ну, очень крупная рыба. И очень симпатичная на вашей стороне. Вы этому человеку очень понравитесь, сразу прям понравитесь. Человек будет в вашу сторону расположен. Две женщины друг другу помогают, хорошо помогают. Тут либо на какой-то общей теме вы сойдетесь очень близко, но либо у вас что-то общее найдется, да, вы перед друг другом раскрываетесь, и вы понимаете, что да, мы друг друга и утешаем, и поддерживаем, и нам с друг другом очень хорошо. Такой разговорчик у вас состоится. Так, а здесь у вас грибы вышли, но они прям на поганки похожи. Ну, тут, скорее всего, у одних отыграется как обман в деньгах, а вас кто-то обманывает, причем вот именно в материальном. На работе могут обманывать, там, клиенты могут обманывать, и даже близкие могут обманывать. А у других отыграются какие-то проблемы вот с обналичиванием, с наличными, там, с банковскими счетами, ну, вплоть до того, что там пароль забыли от своей банковской карты. Да, вот такие проблемы могут возникнуть. Но они кратковременные. То есть здесь два тонких гриба, то есть это либо 2 дня, либо 2 ситуации. В центре, в принципе, ну, они судьбоносные, как-то они на вас должны повлиять, как вы опыт должны, что ли, получить. Ну, либо справиться с этой ситуацией, не допустить ее, например. Слева какой-то мужчина объявится. Мужчина, давно вы его не видели, давно о нем ничего не слышали. Каким-то образом он объявится, либо весть о себе даст, либо вам кто-то о нем скажет. Придут и скажут: а вот мы видели его. Вы такая: что, где, когда? Да, удивитесь очень сильно. И вас будет прям мучить вопрос, да, зачем он появился, зачем он объявился. Вот откуда он вылез, да, из какой тени он вылез. А я вам так скажу, этот мужчина еще появится, причем появится лично. Не в ближайшие 2-3 дня, да, и не с минуты на минуту. Он как будто бы к чему-то готовится. Там, к встрече с вами, либо к какому-то триумфальному появлению, либо, может быть, какое-то мероприятие назначено. Вот что-то он такое знает, чего не знаете вы.
И он к нему готовится, а вы нет. Как врасплох вас хочет застать. Но, тем не менее, вы узнаете, что он где-то вот поблизости уже находится. Не мучьте себя вопросами. Придет время, вы все узнаете. Причем узнаете лично от него. Одна птица полная, другая пустая. Скорее всего, вы в несколько мест будете обращаться с какими-то просьбами, пожеланиями, желаниями. В одном месте скажут «нет», причем культурно, спокойно, да, с правой стороны. Извините, нет, да. А в другом месте скажут «да». Вот чего бы это ни касалось, там, работы, каких-то прошений, каких-то ваших нужд, каких-то ваших желаний. В одном месте вам точно говорят «нет», а во втором точно говорят «да». Здесь женщина у меня какую-то колоссальную работу проведет. Вот сами от себя не ожидаете. За что-то вы возьметесь, за что не планировали, не думали, не планировали. Но вот какая-то необходимость будет. И такую колоссальную работу выполните, огромный объем работы. Сами себе порадуетесь. Вот сама себе так и скажете: ох, я могу, ох, я молодец, ох, я тут работу наработала. Да, собой будете очень довольны. И что интересно, практически не будете чувствовать усталость, так слегка. И какой-то потенциал в себе новый открываете. Гордость за саму себя. Да, что вот я могу, я это сделала. Завязывается что-то новое, как зависть идет. Причем у одних отыграется в каком-то деле, а у других отыграется в каких-то отношениях. Опять же, отношения бывают разные. Вот как завязочка. Это еще не узел, это еще не момент старта, но уже есть за что зацепиться. И вас это будет очень радовать. И еще вижу, что вам навстречу будут идти. Вот как вы один шаг навстречу и к вам один шаг навстречу. Вы 2 шага, к вам 2 шага. То есть будут смотреть на вас, на ваши действия, на ваши поступки и их буквально зеркалить. Но вижу, что это все-таки на сближение. Не на расход, не на раскол, а на сближение все идет. Вижу, что галочку в чем-то поставите. Галочка как точка, да, как что-то закончилось. Что-то прям долгое, мучительное и либо месяцами длилось, либо даже годами. И вы там галочку ставите, как все, да, закончила, отпустила, прекратила. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.